Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня расскажу вам, как играть в 13. 13, также известно как Тяньлен, это каршная игра с комбинациями. Вьетнам это страна, в которой обычно играют в эту игру. А для игры нужна обычная колода из 52 карт, без шокеров, двойка тузов. Старшинство карт это тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, семерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз, двойка. Это значит то, что двойка. Старшинство мастей это пик, треф и бубны червы. То есть, то есть пиковая тройка это самая слабая карта в игре, а червовая двойка это наоборот самая сильная. Так что да. Короче, количество игроков это всегда 4, ни больше, ни меньше. Цель игры избавиться от всех своих карт. Раздача. Все игроки, каждый игрок получает получает 13 карт одной карты за раз. Ну и раздается, получается, все карты из колоды, то что да. Вот точнее. Итак, потом раздача заканчивается и начинается ход игры. Извиняюсь за долгую раздачу. Итак, короче. Так, первым ходит владелец пиковой тройки. Потом каждый противник ходит по часовой стрелке. Можно ходить, короче, можно ложить не одну карту, а несколько карт, но только если присутствует несколько карт нового достоинства или последовательности с карт, то есть там 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И потом противник должен все эти карты победить своими старшими картами. А если у него не будет, то он говорит пас и пропускает ход. Ну и когда игроки выкладывают карты, создается стопка сбросов тут в центре. Поверхность это что-то. Итак, если все игроки скажут, короче, все игроки
пропускает ход, то... Точно. Игрок, который пропустил ход, больше не может выкладывать свои карты до тех пор, пока не исчезает стопка сброса. Если все игроки пропускают ход, стопку сброса убирают, а владелец последней карты той стопки выкладывает следующую карту, создается новая стопка сброса. Так что да. Стопку сброса также убирает бомба, и владелец бомбы вкладывает следующую карту. Бомбу, кстати, можно вложить абсолютно на любую карту. А бомба это самая сильная комбинация, которая состоит либо из 4 карт одного ранга или 6 карт. Короче, из нескольких последовательностей, то есть там 4, 5, 6 и еще 4, 5, 6 в одной комбинации. Итак, игрок, который положил все свои карты в стопку сброса в центре поверхности, выигрывает. И ну и потом будет выкладывать первую карту в следующей партии. Итак, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы поняли, как играть в 13 или же Тинлена. И так как мне больше нечего сказать, я на этом завершаю видео. Так что всем пока.